Привет, друзья! Мы снова на связи. У нас снова в руках Библия. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли Евангелие от Матфея, 4 главу. Это потрясающая история встречи Иисуса Христа со своим противником. Или оппонентом, лучше так сказать. Евангелие от Матфея, 4 глава. С 1 стиха читаю. «Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы ему пройти искушение дьявола. После 40 дней, 40 ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Тогда Искуситель подошел и сказал ему: «Если ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом». Но Иисус ответил: «Написано, не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих». Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города. «Если ты Сын Божий, — сказал он ему, — то бросься вниз. Ведь написано же: своим ангелам повелит о тебе, они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус ответил ему: «Написано также: не испытывай Господа Бога твоего». Тогда дьявол привел его на очень высокую гору и показал ему все царства мира во всем их блеске. И он сказал ему: «Все это я передам тебе, если ты пойдешь и поклонишься мне». Тогда Иисус ответил ему: «Прочь от меня, сатана, ведь написано: поклоняйся Господу, Богу твоему, и служи Ему одному». Тогда дьявол оставил его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему. И снова мы возвращаемся к нашему девизу или к нашему лозунгу «Все в голове». Мы здесь видим битву, которая происходила у Иисуса с дьяволом, с тем, который пришел обманывать. И мы видим тактику, которая ни грамма не поменялась за 4000 лет. Если вы читали всю Библию от начала, вы будете видеть, что книга «Бытие» практически начинается с истории встречи человека в Эдемском саду с этим же персонажем по имени Дьявол. И если вы откроете Бытие 3 главу, вы увидите практически ту же самую историю. Приходит дьявол, и он начинает испытывать человека. И знаете, что самое интересное? Тактика за 4000 лет не изменилась ни грамма. Он ставит под сомнение всегда две вещи. То, кто ты есть такой в Боге. Он говорит: если ты Сын Божий. Он обращается к нему и говорит: если ты Сын Божий. И начинает его искушать. Он начинает буквально ставить под сомнение то, кто ты есть. Твое призвание, твое предназначение и то, что Бог сегодня имеет для тебя. История Бытия. Ева сидит под деревом. Я не знаю, что там происходит. Жарится на солнышке, ей прекрасно и хорошо. Приходит сатана в образе змея. И он начинает искушать ее. Если вы откроете 3 главу книга Бытие, вы увидите. Он начинает сначала с правды. Он начинает говорить: вот Бог есть, и Бог вам сказал. То есть он начинает какие-то вещи правильно. И потом начинает лукавить. Имя его лукаво, он начинает говорить: правда же, что Бог вам запретил от всех деревьев есть? И наивная Ева начинает с ним диалог. Знаете, что делает дьявол? Он ставит под сомнение благость, он ставит под сомнение сердце или характер Божий. Он ставит, знаете, он выставляет Бога таким, кем он не является. Он начинает говорить: он вам запретил кушать от дерева только по одной простой причине. Как только вы скушаете, вы станете как Бог. Фактически сейчас вы убогие уродцы. Сейчас вы обрезанные в каких-то вещах. Вы не имеете полноты в каких-то вещах. Бог хитренький. Он сделал вас такими. Он поселил вас в этот сад. Он сделал вас полурабами для того, чтобы удерживать вас в каком-то убожестве, в каком-то рабстве. И сейчас все, что вам нужно сделать, это скушать, для того, чтобы увидеть всю свою полноту. Знаете, он фактически клевещет на Бога. Мы видим лжеца, который продолжает делать то же самое по прошествии 4000 лет. Сегодня идет борьба, идет война в моей голове, идет война в моем разуме. И эта война, она всегда строится на двух вещах. Первое. Дьявол ставит под сомнение Бога и Его характер, Его благость, Его отношение к нам. И второе, он ставит под сомнение
твое призвание, твое предназначение, то, кто ты есть в глазах Бога. Он говорит, если ты Сын Божий. Он начинает искушать его этими словами. Знаете, я выписал вчера несколько мест Писания. Это история человека, про которого сказано, что это родоначальник веры любого, кто сегодня верит в Бога. Имя его Авраам. И когда Бог встречается с этим человеком, это Бытие 12 глава, мы видим, что Бог, найдя этого человека, он сразу же начинает говорить какие-то вещи о нем. Он говорит: Авраам, выйди с того места, где ты живешь, выйди из своего рода. И потом он заявляет ему. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эти места Писания. Первая встреча Бога с Авраамом, ему 75 лет. Это 12 глава, книга Бытие, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ». Он начинает, общаясь с Авраамом, он начинает говорить ему то будущее, которое Бог приготовил для него. Он начинает говорить ему те вещи, которые Бог имеет для него как обещание. Он фактически обещает ему и говорит: я от тебя произведу великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе племена земные. И 7 стих. «И явился Господь Аврааму в тот день и сказал ему: потомству твоему отдам я землю эту, и создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». Вот здесь, знаете, интересная история. Мы видим 75-летнего мужчину. Он встречается с Богом. Бог говорит: Авраам, ты необычный человек. Я имею для тебя планы. Точно так же, когда Бог находит нас в этом мире, в мире греха, Он говорит: Денис, я имею для тебя планы. Я хочу тебя благословить. У меня есть для тебя желание исцеления. Я хочу, чтобы ты ни в чем не нуждался. Я хочу, чтобы ты весь тот Божий потенциал, вложенный в тебя, ты его реализовал на этой земле. Я хочу, чтобы ты прожил жизнь большую, счастливую, плодотворную. Это Божье желание о нас, о каждом из нас. И вот он находит Авраама. Он говорит ему свои обещания. 75 лет человеку. Что самое интересное, мы видим, что через сколько-то лет Бог снова и снова через разных людей, через ангелов, Он возвращается к нему, и Он начинает ему говорить те же самые слова. Знаете, когда я читал Бытие, эту историю Авраама, мне так было интересно и удивительно, почему каждый раз Бог приходил к Аврааму, и Он ему снова говорил те же самые слова, которые Он произнес здесь, в 12 главе Бытия. Почему так происходило? Потому что один и тот же искуситель. Потому что одна и та же тактика. Как только Бог поговорил с Авраамом, тут же приходит дьявол и говорит: Авраам, приди в себя, дружище, тебе 75 лет. Ты уже достаточно взрослый мужчина. И у тебя 75 лет до этого не получалось иметь детей. Ты всю жизнь ходил по земле, у тебя не было даже кусочка своей собственной земли. Ты жил в шатрах. И Бог тебе обещает невероятные вещи, что у тебя будет своя земля, у тебя будет огромный гигантский народ. Приди в себя, дружище. Как часто внутри каждого из нас вот эта борьба с невидимой духовной силой под названием дьявол, она построена на таких же основаниях. Он приходит и говорит: приди в себя, дружище. Денис, кто тебе сказал, что у тебя будет достойная семья? Кто тебе сказал, что у тебя будет чудесное здоровье? С чего ты взял вообще, что ты ни в чем не будешь нуждаться? С чего ты взял, что вот в бушующем океане сегодняшних проблем ты сможешь эти проблемы каким-то образом решать? Посмотри вокруг себя. Люди больные, посмотри, семьи разваливаются, посмотри, дети, они уходят в мир, они совершенно ничего общего не хотят иметь с Богом. С чего ты взял, что у тебя будет иначе? Эта борьба, она в каждом из нас происходит. Авраам ту же самую борьбу переживал. Сегодня идет битва за две вещи. Кто такой Бог и кто такой я? Две вещи. Сегодня они должны быть укоренены внутри меня. Бог добрый, любящий, человеколюбивый. Он за меня. Я его драгоценное дитя, свят, призван. Я не какое-то странное
убожество, которое случайно оказалось где-то там в церкви, рядом с церковью, услышал Слово Божие. Я человек избранный. Бог специально ради меня пришел на землю, для того, чтобы найти меня. И знаете, Авраам испытывает те же самые вещи. Бог сейчас говорит, ты отходишь или ты уходишь, приходит шайтан. И он начинает говорить свою информацию. Поэтому Богу приходилось несколько раз на протяжении там больше 20 лет возвращаться к Аврааму и говорить ему одни и те же слова. Давайте посмотрим еще одно место Писания. Это Бытие, 13 глава. Снова очередная встреча Бога с Авраамом. И снова сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился. Прошло какое-то время. После того, как Лот отделился от него, Бог говорит Аврааму: подними глаза свои с места, на котором ты теперь. Посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой, в долготу, в широту, ибо я тебе даю ее и потомству твоему навсегда. Напоминаю, у Авраама не было детей в тот момент. У него не было потомства. У него не было сыновей, у него не было дочерей, у него не было никого. Он и Сара. Такая бездетная семья. Может быть, они получали пособие от Ура Халдейского. Может быть, им предлагали эко сделать. Я не знаю. Но это те люди, которых избрал Бог. И Он дал им два обещания. По поводу земли, которой у них никогда не было. И по поводу детей, которых они не могли родить. Они были бесплодны. Знаете, что самое интересное? Вот Божие обещания, которые Бог дает нам. Иногда нам кажется, что Бог говорит вопреки обстоятельствам. Иногда нам кажется, что Бог говорит вопреки здравому смыслу. Нам так и хочется, вот знаете, взяв здравый смысл, кричать: Бог, ну как? Вот ты говоришь вещи, связанные с исцелением. Но я же понимаю, что моя болезнь и мое заболевание — это хроническая болезнь. И я понимаю, что я исцелиться не могу от нее. Но почему ты мне говоришь со страниц Писания, что ты умер на Голгофском кресте и ты заплатил эту цену? Иногда здравый смысл, он больше Божьего Слова в нашей голове. Знаете, сколько людей встречаешь, и когда ты начинаешь говорить: Бог может, Бог способен изменить обстоятельства, Бог способен сделать, Бог способен совершить невероятное. И у людей просто этот здравый смысл начинает кричать через них. Что, Бог на меня чемодан американских долларов, что ли, скинет? Как? Каким образом? Сколько ты этого встречаешь? Сколько этого было внутри нас? Сколько этого было в нашей голове? Может быть, до сих пор продолжается вот здесь эта битва. Бог говорит одно, наш здравый смысл, в кавычках, продолжает говорить другое. Этот здравый смысл зачастую использует твой оппонент, твой противник, имя которому шайтан. Имя которому дьявол. И здесь ты должен одержать ту же самую победу, которую одержал твой Господь Иисус Христос в пустыне. Читаем снова. Аврааму примерно 85 лет. Третий раз приходит Бог к нему за последние 10 лет. И он обращается к нему. 15 глава книга Бытия, 5 стих. Он выводит его наружу, Бог Авраама, и говорит: взгляни на небеса, сосчитай звезды, если можешь их сосчитать. И сказал ему: таким будет твое потомство. Скорее всего, у Авраама были настолько сильные сомнения уже, потому что проходят годы, он стареет, детей нет. Он ходит по земле, никто ему не предлагает купить эту землю. Эта земля занята, эта земля принадлежит каким-то другим людям. И каждый раз, глядя своими физическими глазами на обстоятельства, он сомневается в тех вещах, которые говорит ему Бог. Я хочу задать тебе вопрос. Ты читаешь Писание, обещания о себе. Для тебя есть обещания у Бога о твоей вечной жизни, о твоем исцелении, о твоих финансах, о твоей семейной жизни. Бог обещает много чего, о твоей душе растерзанной, которую Он будет восстанавливать. Что сегодня в твоей голове? И знаете, может быть, нам как Аврааму, если раньше Бог приходил к нему невероятным образом, я не знаю, как это происходило, может быть, это на уровне мысли, может быть, это голос был с неба, но мы видим, что Бог стучал к его сердцу. Сегодня Бог стучит к нам через Библию. Открывай Библию на тех местах Писания, в которых ты знаешь, что Бог обращается к тебе.
Открывай Библию на тех местах Писания, где Бог что-то обещал для тебя, для святого человека Божьего, для христианина. И цитируй эти места Писания. Говори от имени Бога в свою жизнь эти места Писания. Это то, что сегодня помогает нам побеждать дьявола внутри нашей собственной головы. Эта битва, которая происходит, она побеждается, или в этой битве ты побеждаешь тогда, когда ты берешь то, что говорит Слово Божие о тебе, независимо от того, что видят твои глаза, и ты продолжаешь стоять в этих истинах. Ты говоришь эти истины о себе самом. Знаете, как часто просто в моей жизни были ситуации, когда я говорил: ранами Иисуса Христа я исцелен, а моя собственная плоть, мое собственное тело говорило: ну где ты исцелен? Посмотри, у тебя все болит. Ты замученный, ты еле поднялся сегодня. И так и хочется согласиться с этим дьяволом здесь в голове и сказать: да, ты прав. Это, наверное, была ошибка, или это была шутка у Бога по поводу моего исцеления. Продолжай воевать. Продолжай вот здесь бороться. Если вдруг тебе кажется, что у тебя опускаются руки, самый добрый мой совет: открой Новый Завет, открой Библию, которая говорит о той или иной теме, в которой ты сегодня сражаешься. Открой и начинай цитировать Библию. Начинай говорить то, что говорит Библия о твоем исцелении, то, что говорит Библия о твоих финансах, то, что говорит Библия о твоей семье, то, что говорит Библия о той, может быть, неспасенной части твоей семьи. Начинай это цитировать и говорить. Если к Аврааму Бог приходил для того, чтобы вдохновить этого мужчину, для того, чтобы ободрить этого мужчину в его битве, сегодня у каждого из нас есть возможность самим приходить к Богу. Мы можем это делать через то, что мы ежедневно открываем Писание. Мы находим свои любимые места Писания, которые Бог говорит о нас, и мы цитируем их. Периодически утром просыпаясь, я не знаю, как у вас, но я не чувствую себя святым, я не чувствую себя достойным, я не чувствую себя призванным. Все, что мне надо сделать для того, чтобы возбуждать веру внутри себя, для того, чтобы побеждать шайтана внутри себя, все, что мне надо делать, открывая места Писания, которые говорят о том, кто я есть такой в Боге, цитировать их, провозглашать их, утверждать их на свою жизнь и побеждать в той войне, которая происходит здесь в моей голове. И знаете, дочитываем 15 главу с 18 стиха. Библия говорит, что Бог в тот день заключил завет с Авраамом и сказал: «Я отдаю твоим потомкам эту землю, от египетской реки до великой реки Ефрат, землю Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хетов, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев, Евусеев». Знаете, интересное место Писания. Он говорит: «Я отдаю». Он говорит о невидимых вещах, как о существующих вещах. Он говорит о невидимых вещах, как о вещах, которые уже происходят. У него, я напоминаю, здесь ему всего лишь 85 лет. И он говорит: «Я уже отдаю тебе и твоим потомкам», которых еще Авраам не видит глазами. Он говорит: «Эта земля, она будет принадлежать твоим потомкам». Есть вещи, которых еще нет, но которые записаны о нас в Библии. Находи эти вещи в Писании. Может быть, это твое исцеление. Может быть, это слова, которые Бог говорит о твоем финансовом, физическом процветании, о твоем духовном процветании. Может быть, сейчас ты смотришь на себя, и этого нет в твоей жизни. Но говори, взяв эти слова из Библии, говори эти слова, как существующие сегодня. Говори эти слова, как вещи, которые уже произошли, за которые уже заплачена цена. Знаете, история всей моей жизни во Христе Иисусе, или в христианской жизни, или жизни с Богом, она начинается с того самого момента, когда в 93-м году я принял Христа. И первые слова, которые я услышал от людей, рядом со мной находящимися, они сказали: помимо того, что Бог спасает человека от греха и освобождает от греха, Он еще может его исцелять. Я сказал: вау, у меня есть болезни. У меня был хронический бронхит, у меня был хронический простатит. Я мучился от этого, я лечился, я делал кучу разных вещей, обращался к разным целителям, средствам исцеления, ничего не помогало. И люди, которые мне сказали об исцелении, они открыли первое послание Петра, 2 главу, 24 стих. И все, что они сделали, они ткнули в это место Писания и сказали: это то, как Бог тебя видит. И там было написано, что Иисус, Он понес на себе цену моих грехов.
Он заплатил собственной смертью, Он заплатил собственной жизнью за меня, для того, чтобы вырвать меня из греха, из рабства греха. И дальше написано, что ранами Его я исцелился. И люди, которые со мной разговаривали, они говорят, здесь написано в настоящем времени, ты уже исцелился. Я говорю, я до сих пор кашляю, я до сих пор вижу симптомы. Они говорят, для того, чтобы тебе сегодня победить и принять свое исцеление, тебе нужно согласиться не с тем, что ты видишь, и не с тем, что ты чувствуешь, а с тем, что написано здесь. Я сказал, я не знаю, как это сделать. Все, чему они научили меня тогда, они говорят утром, вечером, каждый раз, когда ты вспоминаешь о своей болезни, говори то, что уже случилось на Голгофском кресте. Знаете, через неделю или через две после того, как я ежедневно, вспоминая о своих немощах, я говорил и цитировал это место Писания, 1 Петра, 2 главу, 24 стих, что ранами Иисуса Христа я уже исцелился. В один прекрасный момент я понял, я перестал кашлять, у меня больше нет симптомов моих заболеваний. Прошло уже огромное количество времени, я больше никогда не возвращался к этим болезням. Я просто принял то, что Бог сказал обо мне. Прими сегодня все, что Бог говорит о тебе. Победи вот здесь того лжеца, который клевещет на твоего Бога. Что твой Бог не может. Что твой Бог сегодня где-то далеко, и Он занят другими людьми. Он занят другими вещами. Знай одно, Он любит лично тебя. И Он заботится лично о тебе. И лично о тебе Он оставил множество обещаний. И единственная личность, которая сегодня ставит под сомнение, это дьявол, которого ты здесь можешь победить. Точно так же, как сделал твой Господь Иисус Христос. Последнее место Писания я хочу, чтобы мы прочитали. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. История та же самая. Опять он напоминает ему об обетованиях, которые он ему оставил. И знаете, интересно, как реагируют здесь Авраам и Сара. Это удивительное место Писания. 17 глава, 17 стих. После того, как Бог с ним снова встретился, мужчине 99 лет. Он понимает свою неспособность рожать детей. И Библия говорит, Авраам упал ниц, 17 стих, рассмеялся и подумал, родится ли сын у человека, которому 100 лет? Родит ли ребенка Сара, которой уже 90? И он сказал Богу, хотя бы Измаил был жив и благословен тобой. Про Измаила мы в следующий раз поговорим. История удивительная. Он снова приходит к нему, а мужчине уже глубоко за 90, ближе к 100. И он снова ему напоминает какие-то вещи. Значит, ты молишься за какие-то вещи, год, 2, 3, 5, 10, и потом внутри тебя происходит какая-то вещь. Вера ослабевает, твое дерзновение ослабевает, ты перестаешь какие-то вещи верить, тебе кажется, что Бог пошутил, Бог ошибся. И здесь Авраам, Библия говорит, рассмеялся. Что это значит? Да он просто стал смеяться уже над Божьими обещаниями. Ему стало прикольно, что Бог настаивает на вещах, которые не могут произойти. Это такой смех ехидный немножко. Когда какие-то люди тебе говорят, Бог может, ты внутри своего сердца смеешься. Ты говоришь, да ну, хороший ребят, что вы нам заливаете? Ты слушаешь проповеди каких-то людей, которые тебе говорят, Бог может. И ты думаешь, да, очередной там льет нам в уши какие-то вещи. Все это туфта, все это религиозный бред, хлам, не работает. Друзья, работает. Работает. Если ты сегодня этот надсмехающийся человек над Божьими обещаниями, над тем, что Бог обещал, остановись. Знаете, читаем дальше. И Авраам не был один такой. История та же самая происходит у Сары. 18 глава. Опять Господь говорит Аврааму, я непременно вернусь к тебе в следующем году, примерно в это же время. И у Сары твоей жены будет сын. Сара слушала, стоя у него за спиной, у входа в шатер. Авраам и Сара были уже стары и в преклонных годах. И то, что обычно бывает у женщин, у Сары прекратилось. Климакс. Поэтому Сара рассмеялась про себя, подумав, я уже состарилась, и господин мой стар. Мне ли иметь еще такую радость? Тогда Господь сказал Аврааму, а что Сара смеется? И говорит, неужели у меня в самом деле будет ребенок, ведь я стара? Сара потом заднюю, говорит, я не смеялась. Я верю тебе, Бог. Ты что-то просмотрел, ты ошибся. На самом деле, друзья, есть множество обетований.
в которые мы, может быть, перестали верить, или мы в них до сих пор не верили, или, может быть, мы смеемся, говорим, да ну, да откуда, да каким образом. Бог говорит, хорош ржать, хорош смеяться, просто бери то, что я тебе обещал. Это будет работать в твоей жизни. Это то, что я сказал, и я никогда не шутил об этом. Знаете, мое большое желание, друзья, сегодня обращаясь к вам, чтобы каждый из вас, вы сегодня увидели эту битву, которая происходит у вас в голове. Каждый из вас возьмите Слово Божие, то, что Бог говорит о вас, о вашем предназначении, о вашем призвании. Найдите все места Писания, где Бог говорит о том, кто вы такие в Нем, как Он видит вас, как Он смотрит на вас. И начинай, если даже ты в это не веришь, если даже ты над этим смеешься, тебе кажется, что это не про тебя, это не может быть по определению про тебя, начни это цитировать, начни это говорить, возбуждай внутри себя этот здравый смысл, эту библейскую веру, и только Словом Божьим, которое ты возьмешь из Библии, обещанное тебе. Только слова, которые Бог сказал о тебе самом, только эти слова, они будут великим оружием против того лжеца-искусителя, который сегодня пытается вот здесь побеждать тебя. Друзья, это сегодняшнее послание, оно снова в эту же тему, в эту же кассу. Вся война в голове, вся битва в голове, вообще все в твоей башке, все в твоем разуме. И вот здесь все зависит от того, кому ты будешь верить, кого ты будешь слушать и кто здесь одержит победу. Успеха вам, Божьих побед!